Нет. А у нас такого нет. Такое, наверное, есть только в отношениях между мужчиной и женщиной. Типа, актив — это мужчина, пассив — это женщина. Ну, это бывает не всегда. Типа, если мне лень, то я пассив. Я не знаю. Вдруг у меня месячные, а у нее нет. Значит, я актив. Что-то в этом роде, я не знаю. Бро, смешно. Всем привет, меня зовут Катя, мне 24 года, это моя девушка. Всем привет, меня зовут Мира, мне 25. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. А перед тем, как начнем, мы хотим обратить ваше внимание на онлайн-школу «Интернет-урок». Здесь вы можете заниматься дополнительно или полностью перейти на нее. Уже более 15 тысяч детей учатся на домашнем обучении в интернет-школе. Любой ребенок в России может перевестись на домашнюю учебу. Нужно всего лишь согласие родителей. Здесь ты можешь учиться в удобное для себя время, а остальную часть дня уделить любимому хобби – блогингу, спорту, музыке. Тебе не нужно будет успевать за всем классом. Ты можешь работать в своем темпе. Если не понял, то все легко повторить. Теперь переезды, путешествия с семьей не станут вредить школьным знаниям и оценкам, ведь ты не привязан к месту учебы. Весь учебный процесс выстроен. Тебе нужно будет приехать только в 9 классе на ОГЭ и в 11 классе на ЕГЭ, получить аттестат государственного образца и поступить в университет, как и другие дети. Попробуй бесплатную пробную неделю в школе «Интернет-урок» по ссылке в описании. Это не дистанционное обучение, это домашняя школа. Раз, два, три. Что это было? Два, три. Ну все, я первый задаю. У тебя был секс с парнем? Неожиданно, но да. Да. Мне типа рассказать, как это было или что? Типа, вы не знаете какого-то... подожди, стой. Вы не знаете? Да, я была в отношениях с парнем 3,5 года. Как-то у нас не сложилось, и мы расстались. Потом я встретила Миру. Он действительно настолько плох. Как женщина, если оценивать мужчину, я скажу, да? Если стоит передо мной мужчина, он не очень. Настолько не очень, что типа, ну, даже не брат. Ну, просто вот тень. Я не знаю. Как понять, что перед тобой гомосексуальная женщина? Ну, наверное, просто спросить ее. Ты по девочкам? Ну, сейчас такое время, то что, ну, это нормально, нет? Ну, скажи, камон, ты по ней скажешь, что она лесбиянка? По мне можно сказать, что лесбиянка, тупо вот. Мне кажется, только женщина это может понять, потому что по ней очень видно. У каждого человека, кто там гей, лесбиянка, да, там би, работает гей-радар. И это вот 100%. Пи-пи-пи-пи, типа. И, ну, это очень легко понять на самом деле. По некоторым действительно видно, когда там просто та же самая бучиха идет, которая лысая, бритая, и Не, ну, по смотри, ней видно, что они она понимают, что по типа, девушкам. всем понятно, что она лесбиянка. Или там парень, который красится, все таки он гей. Ну, Но вот есть у же меня люди, знакомые, которые узнавали обычно о том, выглядят. что я с девушкой встречаюсь, они, например, такие, да, а я бы вообще никогда не подумал. Это не от внешних факторов зависит. Я знаю очень много знакомых девочек, которые, ну, типа прям девочки-девочки, и ты по ним не скажешь, что они прям жесткие лесбиянки. Просто им нравятся другие девушки. Меня напрягает, когда люди такие, типа, да как, ты же прям девчонка, как тебе не нравятся парни? Из-за таких, как ты, не нравятся там парни, грубо говоря. Да, что-то такое. Я в этом не разбираюсь. Я в этом тоже не разбираюсь. Бучиха это вроде как, которая вся такая типа мужиковатая. Типа я, Дайк это что-то вроде между, а фемка это вроде как типа девочка-девочка То такая есть- вся. Типа я говорю, я не знаю, а ты такая, все объяснила. Ну нет, ну типа я не Разложила. углублялась в эту тему. Я просто знаю поверхностно, что вроде как так. Ну, бучиха, ты же знаешь, что такая? Девушка, которая короткостриженная в основном. Такая как мужик. Ну, типа прям Такая. вот так. Ой, классный вопрос. Я тебе его каждый день задаю. Ты думаешь, что мы всегда будем вместе? Я, по крайней мере, на это надеюсь. И стараюсь все для этого делать. Моя бэйба. А ты? Конечно. У нас есть планы на будущее, это точно. Планы не то, что там, что мы будем делать в следующем месяце. Планы есть на следующий год. Даже в перспективе там через 2-3 года. Серьезно. Какие-то цели, какие-то планы выстраиваем, там деньги копим. Какие-то уже выполнили, это уже отлично. Если бы нам дали ипотеку, мы бы ее оформили. Но у нас уже есть квартира. Ее. Так что все. Как относишься к современному феминизму? К современному. Есть нормальный феминизм. Я там женщина, мне нравится это, то-то, то-то. А не так, то что девушки не должны бриться, кому-то навязывать свое мнение. Такое себе. Мне кажется, то, что феминизм, на самом деле, это очень хорошо. Ну, действительно, какие-то права женщин нужно отстаивать. Но тот самый бодипозитив, где женщины, которые по каким-то причинам не могут следить за своим весом, там, за своим телом, я надеюсь, сейчас не накинутся из-за этого. Я имею в виду именно те, кто топят за это, что вот, нельзя бриться, нельзя там мыться и так далее и тому подобное. Это не феминизм, это, по-моему, уже сдвиг по фазе. Есть Это типа совсем нормальный другое. феминизм. Есть типа, ну прям
кукухой повернут. Я покрасила подмышки, смотрите. Теперь все так делаете. Ну, это не круто, блин. Феминизм — это о равноправии, а то, что когда якобы я феминистка, но я ненавижу мужиков, их надо бить, там всяко разно унижать, это не феминизм уже, это просто унижение Раздражает феминизм, человека. который еще угнетает в плане типа фильмов. Почему мужик играет эту роль? Это же могла быть женщина. Ну, допустим, есть исторический факт, да? Первый человек на Луне — это был мужчина. И какая-то женщина там со Штатов пишет: вы же можете снять о том, что первый человек на Луне — это была женщина. Чернокожая, волосатая, жирная. С розовыми подмышками. Да, с розовыми подмышками. Ну, это прям бредовый феминизм. Ну, там, наверное, ответвление есть по бодипозитив, там защита этих, тех, Да, ну, они там все типа странные, трансгендеров, как там веганы, раса блядь. и так далее. Ну, то есть это уже, это слишком большая такая тема. Ну, наверное, стоит уже закрыть ее, смотря в каком контексте его произносить. Когда... Нет. Например, мы сидим где-нибудь в кафе, там, ну, в каком-то заведении, там бывает такое, что подсаживается там какой-нибудь мужик, альфа-самец, он начинает говорить: да вы лесбухи, ну и там маты-перематы, вот тогда обидно. А когда типа- просто говорят то, что у меня там есть пара знакомых лесбиянок, характеризуя нас, ну, это не обидно звучит. Как Очень. ты поняла, что любишь меня? О, это было неожиданно и внезапно. Ну, на самом деле, это был всплеск эмоций, скорее всего. По-любому кто-нибудь из вас кого-нибудь когда-нибудь любил. И это не то, чтобы первая любовь. Это в плане того, что ты понимаешь, что человек осознанно будет с тобой, ты будешь с ним, и у вас все будет действительно хорошо. Ну и так и получилось. Мы 2,5 года вместе, мы живем вместе, у нас есть 2 собаки. Я всем желаю такого счастья, как у меня. Ну, типа, посмотрите на нее. Ты как будто тост на Новый год говоришь. Да. Как на свадьбе. Некоторые считают нетрадиционную ориентацию формой болезни. Что об этом думаешь? Нет, это не болезнь. Извиняюсь. Это не ковид. Как можно называть болезнью то, что ты испытываешь к человеку? Не называют же болезнью, когда там девочка влюбится в мальчика, ей говорят: да ты просто заболела, ну что? Ну, Или типа наоборот. или мальчик влюбится. Или типа девочка говорит: ты мне не нравишься. Никто же не говорит типа, Что? о, Это болезнь. Это болезнь. Мы не обязаны нравиться всем, и не нравиться всем тоже не обязаны. То есть в любом случае есть круг людей, которые всегда найдут одобрение своих поступков, своего выбора. У меня как-то по жизни складывается так, что меня особо не гнобили за это, не говорили, что я чем-то больна. У меня тоже. Все мои друзья меня поддерживают, и родители тоже. Ну, не сильно прям, типа, давай, лесбиян, нет. Просто. Расскажи о самом лучшем свидании. В смысле, с кем-то или со мной? Ну ладно, если не со мной, то все равно расскажи. Короче, как-то раз мы поехали с Катей на полигон, и мы там катались на мотоциклах. Это в было- этом году было. Да, это было классно. Сделали классные фоточки. А мне больше Воспоминания. понравился наш поход в 2018 году в Норвей парк, Да, где парк. лучше пиво пошли пить. Нафиг этот активный отдых. Больше всего нам запоминаются именно свидания, где мы проявляем какую-то активность. Меня напрягают люди, которые типа: у нас свидание, и мы сидим в ресторане. Но это не свидание, это просто типа вы общаетесь. Вы пришли и- поесть. Да, вы пришли поесть, попить, все. Особенно Свидание — это если вы когда у вас живете вместе. эмоции есть, хоть какие-то, они типа в кино сходили, ха, классный фильм. Это вот действительно сближает, потому что вы потом делитесь своими эмоциями. Кому-то типа это понравилось, кому-то нет. Типа, И а вы я такие вот, начинаете я спорить, вот в это тоже этот классно. момент там подумала вот это, у меня там получилось так-то, и там типа, а помнишь, как ты упала? Но все равно фотки пересматривать, это как минимум на 2-3 дня вперед эмоции вот так вот просто. И воспоминаний потом очень долго. Особенно если накосячишь на свидании, там тебе еще напоминать будет год примерно. Ты о чем? Ну, вообще говорю. Да. Я в пример привожу. Ну, это спорный такой вопрос, потому что все зависит все-таки от того, в какой семье вырос человек и Да не. в какой обстановке, Ну, что ему там дали родители. Могу сказать, что примерно 30% девушек, которые, ну, типа, являются лесбиянками или бисексуалками, ну, скорее всего, лесбиянками, они подвержены были насилию, то, что, типа, там отчим, просто мужчины домогались, и у них уже неприязнь идет. А остальные, там, 70-80% это девушки, которые действительно родились такими просто. Ну, допустим, я родилась, наверное, скорее всего, такой. Просто у меня были отношения с мужчиной. Это было не то, чтобы прям отношения, это было просто, ну, как будто так надо. Все девочки встречались, подружки. Почему мне не встречаться? Пошла встречаться. Почему лесбиянки не любят геев? А кто это сказал? Я не знаю. Ну, это бред. Да, мне кажется, все не любят пидоров.
А вот к геям может относиться каждый человек по-разному. Есть человек гей, и ты даже не подумаешь о том, что он гей. А есть пидор. И вот с этим уже ничего не сделаешь. С геем можно пообщаться, а со вторым нет. Почему ты так ответил? Да потому что, ну а как? Почему геев? Ну, для меня в первую очередь это человек, а потом с кем он спит, там меня вообще это не касается. Так же и к лесбиянкам относится. То есть мне по барабану, кто с кем там. Это за закрытой дверью происходит. Вот чувак накрашен, очень манерно себя ведет и общается там с парнями он может нормально общаться, а с девушками он общается как с биомусором. Конечно, к таким геям относиться, ну, как к ним относиться? Да никак. Ну, а есть накрашенные такие все манерные, но в жизни он просто офигенный чувак, и почему бы с ним не пообщаться? У меня есть знакомый гей, который очень крутой. Типа он прям мужик-мужик. Увидишь его на улице, ты никогда не поймешь, что он гей. Ты такой, в смысле? Я ради него могу стать геем. Почему он... Ты можешь стать геем? Скорее всего, нет. Конечно, желательно, чтобы нет. Я люблю родину, но такое себе. Смотрели фильм «Добро пожаловать в Чечню»? Но это фильм про как раз-таки лесбиянок и геев, которые, ну, именно мусульмане. Но там прям жестко, там типа людей убивали прям за это. Дорога просто, ночь, выбегает мужик из машины, роняют и шлакоблоками закидывают за то, что он гей. Это грустно, что в 21 веке до сих пор говорят, что нет геев, нет наркомании, нет никого. Вот все православные ходят, союз семьи. За закрытыми дверями все грешны. Такие вот дела. Всё. Мы живем в России. Если я вдруг пойму, что я люблю парней, как ты отреагируешь? Да никак, ну типа, хорошо. Ну ты их любишь по-любому. Ну в плане, у тебя же друзья парни есть, девушки. Ну это, если бы ты подошла и ко мне сказала, типа, все, мы с тобой расстаемся, я нашла там классного парня. Ну, во-первых, я бы тебе не поверила. А если бы, ну, ты там сказала бы свои аргументы, все, мы там с тобой расстаемся, я бы тебя поняла. Но с тобой мы типа не можем иметь там детей, вся эта классная жизнь из розовых роз. Я тебя пойму, типа, хорошо. Я типа готова быть одна и все такое, но этого не будет, потому что она меня любит. Все, вопрос закрыт. Ей нравятся парни. Я бы не сказала, что она лесбиянка. Такая конченая, типа, знаешь, девочка проходит, она такая, ух, какая жопа. Нет, конечно. Мы как-то на катке катались, Да. и Мира такая, смотри, какая классная попа этого мальчика. И мы ехали за ним и смотрели на его попу. Ну, типа, там не мальчик, которому, типа, 10 лет, да, там мужчина был. Ты объясняй нормально, типа. Ну и причем, что начала это не я, между прочим, а она. Ну, это классно, то, что мы с ней можем обсудить такие вопросы. Там девушка проходит. Типа, смотри, какой парень классный, там, актер, там, или в ТикТоке, в Инстаграме. Ну, то есть можем как-то поделиться. Всех оценить можем. Она еще рассказывала историю, был фестиваль тату, и проходит девушка в стрингах. Да и кого в стрингах? Она в латексном костюме была просто. Ну, там жопа вот такая вот. Вообще про парней вопрос был. Ну, все опять к девушкам сводится. Все, мы лесбиянки. Ну, так неинтересно. Но это будет мой косяк, если она уйдет к мужику. Вообще, в любых отношениях, если человек кому-то уходит, это косяк твоего партнера. Потому что если кого-то не любить, если не предоставлять какое-то внимание, те же самые просто комплименты говорить, человек все равно будет свести и любить тебя дальше. А если ты будешь как с говном общаться там с человеком, это все приведет к одному исходу. То, что вы расстанетесь, поцелуемся. Ты хочешь стать мамой? Да. Хочу. Очень хочет сильно. У меня вообще иногда такие мысли возникают, что я смотрю там на беременных девушек. Мне правда хочется ощутить это счастье материнства, счастье того, что ты вынашиваешь своего ребенка, беременность, вот это все. То есть даже токсикоз, возможно, я потом пожалею, но тем не менее мне хочется через все это пройти, и я правда очень хочу своего ребенка. Ну, мы это обсуждали даже, да. Да, и мы даже иногда придумали. Осознанно планировать, готовиться и телом, и разумом, так скажем. Такого не будет, что случайно получилось. В нашем случае случайно точно не получится. Это плюс. Типа, не залетишь в 16, да? Когда тебе Нам 25. Когда мне Катя сказала, что она хочет ребенка, У нее ладошки вспотели, она сидит такая. я думала, она шутит первые 15 минут. И я такая, типа, так, нужно копить не только на машину, но еще и на ребенка, типа, чтобы сделать эко. Нет, почему я готова к этому? Чтобы она родила. Я рожу уже не в этой стране. И если буду рожать, то не в этой стране точно. Дети — это классно, на самом деле. Но без них лучше. Были ли случаи ненависти, неприятия и издевательств? Нет, Ну, в плане твоей там ориентации, может Нет, на быть, самом там, или деле- твоего характера. Нет, Катя. Насчет характера, конечно, были. Ну, типа, я очень вспыльчивый человек. И если мне что-то не нравится, я это могу сказать прямо в лицо, и человек может из этого обидеться. Но я не могу ничего сделать, если он долбёб. А насчет ориентации нет.
Ни родители, ни родные, ни друзья не говорили: да в смысле? Ты что, дура? У тебя что, мозгов нет? Такого не было, конечно. У меня классные друзья и классные родители. Что обиднее, измена с парнем или с девушкой? Очень классный вопрос. Потом и в том случае обидно будет. Как мы уже говорили ранее, какая разница, с кем встречаться? У измены нет гендера. Ну, тебе было бы, что бы обиднее, если бы я с парнем там... Ну, я не знаю. Или с Я сейчас пытаюсь представить это. Ну, мне и так обидно было. Не скрывает еще, как будто я об этом не узнаю. Ты хочешь узаконить наши отношения? Да, конечно. Когда мы только начали встречаться с Катей, я пьяно на балконе делала ей предложение. Крышкой от бутылки. Один раз она мне принесла $1, сложенное в кольцо. Да. И она сказала, типа, вот, это тебе. Я говорю, я согласна. Она когда колечки дымом пускает, я такая их пальцем ложу, говорю, я согласна. Я бы узаконила, если бы в нашей стране это было возможно. Ну, нет. Ты считаешь меня хорошим любовником? Конечно. Катя, на самом деле, про нее говорится пословица: в тихом омуте черти водятся. Ну, как-то так, я не знаю. Вообще, когда мы с ней познакомились, это был далекий 15-й год, я думала, ну, девочка такая хорошая. Она в прошлом была говнарикой, она до сих пор слушает тяжелый рок, я засыпаю, и у нее в ушках жесткий металл. И я такая, что с тобой, Катя? Ну и в плане отношений и секса она прям хороша. Я как будто про тебя, типа, знаешь, объявление делаю, типа, вот, она хороша, она молодец, да. 96-го года выпуска, да. Ужасно. Что еще? Ну, все, выпуск мама будет смотреть. Ой. Больше нельзя. Нормально у нее там все. Я так буду отвечать теперь. Зачем ты мне напомнила? Все нормально. Все хорошо. Я тебя устраиваю как любовница? Любовница. 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 Слово Такое взрослое, да? такое, типа, из сериалов. Да. Ну да. А чё вы? Мы тогда так долго встречались. Ну докажи то, что секс в отношениях он не занимает, типа там... Но он не первую позицию занимает. Ну и не последнюю. Ну и не последнюю. Если ты в сексе плох, мне жаль тебя. Я не знаю, типа, как ты еще с девушкой. Ну, смотри, с учетом того, что мы так долго вместе... Какой вопрос вообще? 3 твои любимые секс-игрушки. У нас их 3. Давай, называй все. Игнат старший, Игнат средний и Игнат младший. Да, у них есть имена. Ну, сейчас все такие, типа, ой, Игнат, смешно. И бедный Игнат, который будет смотреть, такой, типа, да в смысле? Игнат — это наши фалоимитаторы. Ну, это так, завуалировано. Мы просто, типа, угорали, как можно назвать фалоимитатор нормально, чтобы можно было обсуждать. И такие, ну, Игнат. А Игнат. теперь, когда реально где-то Игната какого-то видим, такие, Игнат. И еще одна есть такая, которая штучка на пульте. Жик-жик. Ну и все. Хватит. Все, не хочу больше. Это наше личное. Кому ты впервые рассказала о своей ориентации? Своей первой девушке, а потом уже подруга. Но она мне действительно нравилась. И я такая, типа, это неправильно, как так? А потом так сложилось, что, типа, я ей тоже нравилась в то время, когда она это тоже отрицала. Я отрицаю, она отрицает, и мы такие, типа, что за фигня? А потом уже, типа, начали встречаться. Потом сказала друзьям, они такие, ой, это так классно, типа, у меня никогда не было подружки-лесбиянки, типа, это ж так классно. А сейчас это, типа, обыденное. Меня там зовут на корпоратив, и директора мои такие, так, Катю с собой возьми. Я такая, ладно, хорошо, конечно, без проблем. У тебя есть ненависть к мужчинам? Ненависти нет. Мне повезло, да, в плане того, что меня никто так сильно не обижал, прям каких-то насильственных действий в отношении меня не было, поэтому у меня ненависти нет. Ты ревнуешь или ревновала меня к кому-нибудь? Я ее ко всем ревную. Но она очень красивая. Я ничего с этим не могу поделать. Ну, типа, даже если она будет плохо выглядеть с ее точки зрения, она Я выглядит... реально плохо иногда выгляжу. Она всегда выглядит хорошо. У нее просто такая внешность, то, что человек хорошо выглядит. И каждый раз, когда мы приходим в какое-то либо заведение, там бары особенно, каждые 30 минут к ней будет кто-нибудь подходить. Девушка, с вами можно познакомиться? И у меня просто вот горит одно место. Меня взбесило то, что мужики не могут воспринять всерьез отношения девушек. Все парни думают, что она сидит с подругой или сидит с друзьями просто. Если нет парня, мужика рядом нет никакого там, не трется, который вот так, типа, ты моя бейба. Все мужики подходят, вот 100%.
по твоим ощущениям, Якутск толерантный город? Ну, мне кажется, становится. Ну, по крайней мере, я знакома, и мои друзья знакомы с такими людьми, которым по барабану вообще, в принципе, кто с кем встречается. Самое главное, чтобы человек был доволен, веселый в общении, там, можно было о чем-то поговорить. А то, что он делает там со своими, там, неважно, парнями, девушками, ну, то есть это, мне кажется, вот к этому сейчас уже становится намного больше понимания. Просто статистика реально такая, то, что геев больше. Смотри, почему для геев есть приложение, реально, чтобы познакомиться. В App Store, Play Market, там, для лесбиянок никаких нет, потому что лесбиянки знакомятся напрямую, типа, ты лесбиянка? Она такая, да, все, пошли. Именно так мы и Да, познакомились. да, пошли. История Всё. нашего знакомства. Потому что к девочкам как относятся? Мы ходим вот так под ручку, и девчонки, подружки, заводные девчушки. А парни за ручку возьмутся в центре города, что? Их там сразу сбьют. Автобус, там, не знаю, любая машина. Все будут осуждать, оборачиваться даже. А девушка пройдет с девушкой за ручку, никто не обернется. Всем же пофиг. Девчонки, все парни. Да у тебя просто нормального Ну, давай, у тебя просто нормального мужика не было, ну, как зацензурено. зацензурено. Да были нормальные мужики. Они просто геи. Мне просто понравилась сначала одна девочка, мы с ней расстались, у меня был такой долгий период, то, что мне вообще никто не нравился. Затишье. Затишье перед бурей, а потом как все, цунами, короче, накрыло волной. И я поняла то, что, девчонки действительно интересней. Парни, они такие, знаешь, грубые. Вот эти вот парни в туалете, в баре. Привет. Это же вообще тупизм. А девочка стоит такая, ручки моет, такая, типа, привет. Все. Девчонки классные. Я сразу отвечу на этот вопрос. Конечно, поехали. Хочешь ли ты секс втроем и кто третий? Давай, ты такая типа пришла, я готова отвечать на все вопросы. Это твой любимый вопрос, Катя. Да, в Я смысле? прям уверена Ну, в этом. я же это все в шутку говорила. В шутку на протяжении года? Шутка не может длиться год. Почему нет? Мне кажется, в этой жизни можно попробовать все. Да блин, мы так говорим, как будто это запретная тема. Нет, я как-то не особо задумывалась, типа парень, девушка, само придет. Само придет. Да. Короче, если суждено случится. Ответь прямо, давай. Ты за тройничок или против? Я не против. Всё. Но и специально кого-то я не ищу так. Это интересно на самом деле. Может, мы не доросли просто. Ты осуждаешь людей, которые целуются в общественных местах? Да. Неважно даже, если вы типа, натуралы, лесбиянки или геи, это не круто. Целоваться в плане, типа, прям в по гланду? десна бахаться вот так, засасывать друг друга. Если вы просто так, типа, поцеловались, это нормально. Но когда, типа, вы сидите там, у вас почти прелюдии происходит, это не круто. Я вот работаю барменом, насмотрелась на всякое. Стоят они там, у них там почти прелюдии начинаются, другие гости сидят. Почему они так себя ведут развратно? Типа, понедельник, да? День. Это как Они при там нас с ума там сходят. чуть секс не случился, там просто... Да, вообще. это прям... Это вопиющий случай. Да, это натуралы, им можно. Да. А вот если девочки начнут целоваться, То это в все, баре, это пропаганда. это GK, типа, да, всякие там. Мальчики, не дай бог, их там еще и убьют, наверное. Ох, сложно мальчикам геям. Давай. Что сказали твои родители о наших отношениях? Папа догадывается. У меня папа не любит задавать неудобные вопросы, но напрямую я ему не рассказывала. А мама знает, и мама хорошо относится. Мама знакома с Мирой, и мы к маме в гости периодически приходим. Святой человек. Мира даже ради моей мамы пила водку. Я Хотя водку Мира не пью водку вообще. не пьет. Не в плане того, что моя мама там какая-то, а просто, мы пришли, там праздник был. Можно это вырезать. При знакомстве, да. Новый год был, и Мира, она не любит такое, и она выпила. Потому что что? Я уважаю ее маму. Я надеюсь, меня мама не убьет за это. Как последний раз ты отшивала парня? Надо вспомнить сначала, как он ко мне клеился. Я могу напомнить. Напомни. Балкон. Наш балкон. После этого сколько уже было? Я отвечу за нее. Я сижу Она и не умеет смотрю на отшивать Мирину парней. реакцию. И Она не умеет отшивать парней. у меня такая тактика, что я пытаюсь мирно, а Мира потом подходит и отшивает грубо. Я говорю такая, да нет, не надо, там все, типа я там Как уйди. типичные девочки, которые хотят, чтобы к ним пристали. Ну это по твоему мнению. Давай познакомимся. И Катя такая, да не надо.
Нет, мне не хочется. И смотрит на него. И нет, А у я него- отворачиваться могу, я могу А у уходить. него в голове такой, типа, все, я ее зацепил, погнали дальше, второй этап. Ну что ты здесь одна и грустишь? Как такая, я не грущу. И на него смотрит. Я говорю не одна. Я говорю, типа, вот, там, показываю, с кем я. Показываю, что вот я там, типа, с компанией, там, и так далее. То есть я ухожу обычно туда. То есть я стараюсь как-то мирно. Я не умею агрессивно, а миру это бесит. Ну кого бы это не бесило? В мире надо, чтобы я сразу в Халка превращалась. Когда чувак подходит и стоит, ну давай, типа, ты ж такая, типа, ну вот, давай, Ну, у меня повеселимся. есть подруги, которые тоже не умеют агрессивно отэтовать, отшить. Ну в такие моменты нужно сказать, блядь, чувак, пошел на. Ну, Ну, типа, не все так умеют, Мира, пойми, не все так умеют. все твои подруги могут. Нет, а ну ты я такая, тебе только что... Я не знаю, что такое слово хуй. Когда девушки ко мне подходят, просто мы с ними общаемся мило, типа я там улыбаюсь, и Катя мне такая, а чё ты ее улыбаешься? Ой, когда я тебе истерику закатываю? А чё ты с ней общалась? Ну ты же мне потом объясняла, кто это, типа, это там подруга или постоянница, которая там с открытия ходит. Ну и все. У меня вопросы возникали дальше? Нет. Ну, у меня тоже нет. Ну и все. Ну, все. Мир. Нет. В смысле нет? Анилингус или кунилингус? Второй. Сделать маникюр или выпить пиво? Блин, сложно. Можно после маникюра выпить пиво? Переспать с мужиком за 1 000 000, да или нет? Мне кажется, Меня это... волнует то, что она думает. Мы с тобой вообще-то эту тему обсуждали. Ты такая, ну если Мы бы это обсуждали с пошло... тобой вебкам, Катя. Не за Нет. 1 000 000 рублей, Катя. А там не Миллион- написано долларов или рублей. 1 000 000. Вообще-то Да ты по-любому такая, рублей. типа... Ты ты- вражки, Катя. Да все, Пока, нет. подожди. А, ну за 1 000 000 рублей нет. да? И ты такой, нам бы пригодились эти деньги, да? Жить в осуждении или постоянно скрывать? Мне кажется, постоянно скрывать это плохо. Пусть лучше осуждают, но я буду делать то, что я хочу. Твоя любимая поза в сексе. А можно пропустить этот вопрос? Нет? Деньги давать? Ей? А что тебя так удивляет? Пропускаешь, да? Нет, подожди, моя любимая поза, ладно, давай, окей. Это поза, я бы сказала, 69, но это не 69. Патриархат или матриархат? Ничто из этого, это слишком жестко со всех сторон. Красное или белое? Вино? Ну, я не знаю. Может, магазин в Питере? Я не люблю вино. Один день в теле гомосексуального или гетеросексуального парня? Гетер? А чё? Да прикольно. Ну, в смысле, с парнем я уже спала, а с Ну, девушкой ты же не нет. спала с парнем в мужском обличии. В смысле, шило на мыло менять, что ли? Что за бред? На этом все. Всем пока. Любите друг друга. Неважно, какой пол. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Любите друг друга. Да. И не оскорбляйте никого. Особенно верующих. Пока.